ребята, вот такая вот кабина тут лежит от какого-то грузовика, Дзила, наверное, сгоревшая. Скорее всего, я думаю, эту машину, наверное, подстрелили во время войны. Она тут просто-напросто сгорела. Все остальное, может быть, забрали на запчасти, я не знаю, или просто-напросто сдали в металлолом. И как раз эта кабина у нас лежит напротив здания. Но вот как можно не подойти, не посмотреть, что это за завод? Я думаю, мы обязательно должны залезть там на крышу и вообще в целом заснять, что от него осталось. Я думаю, как минимум там раньше работало несколько сотен людей. Вот эти линии когда-то у нас завозили и вывозили продукцию на территорию завода, но ими явно уже давным-давно никто не пользуется. Все уже заржавело. Тут у нас заезжали, значит, поезда. А вот тут вот, судя по всему, автомобили и, возможно, заходили люди. Когда-то тут была бывшая проходная, а сейчас ворота распахнуты, и всем абсолютно наплевать, кто туда входит, кто выходит, потому что охранять, я думаю, там уже совершенно нечего. Вот так вот у нас выглядит вся эта конструкция. Из окон растут деревья, то есть растительность у нас проживает прямо внутри этого заброшенного цеха. И дальше вот такой вот огромный элеватор. По территории ходит толстенная свинюшка, похожая на какого-то безумного кабана. Пасутся коровы. Вот такое вот местечко интересное, выглядит весьма атмосферно. К сожалению, заброшено слишком давно, чтобы ожидать от него каких-то интересных находок. Но в любом случае зайти стоит посмотреть. Ё-моё, ребят! Вы тоже заброшки любите, да? Я смотрю, у вас там лишнего местечка уже нету. Привет. Весь пол уже зарос мхом, какие-то остатки оборудования, растут деревья прямо внутри. То есть недостатка в воде тут определенно растения не испытывают, учитывая, что вся крыша протекает. И в соседней комнате у нас все абсолютно то же самое. На удивление, еще хоть какая-то часть оборудования тут уцелела. Не все успели демонтировать, разломать, как это ни странно. Я, если честно, ожидал, что внутри находится просто бетонная коробка и больше абсолютно ничего. Итак, мы только что зашли вот под такой вот навесик. Сюда, судя по всему, когда-то у нас заезжали вагоны. То ли для загрузки, то ли для выгрузки, то ли, может быть, просто для проверки. Вот такая вот площадочка тут была, чтобы смотреть, что у них находится внутри. По-прежнему везде капает вода. Разбросаны какие-то остатки оборудования. И вот у нас, судя по всему, основная часть здания этого элеватора. Еще частично у нас остались окна, что не может, конечно же, не радовать. Надеюсь, внутри еще хоть что-то да уцелело. Итак, поднялись на второй этаж в этом проходе. Тут у нас еще лежат остатки вытяжек, какой-то конвейер разобранный. И вот такие вот непонятные, я даже не знаю, как это назвать, конусы, которые все ведут в одну общую вытяжку. Ржавые кнопки, какие-то из них просто висят на проводах. Некоторые из них, как это ни странно, еще даже нажимаются, хоть и с усилием. Но все это очень сильно заржавело.
Провода вырезаны. То есть местные жители определенно собирают цветмет. Итак, ребят, смотрите. Частично уцелевший цех. Какая-то линия по производству и транспортировке этого комбикорма. Не знаю на самом деле, как все это действовало. Стоит куча вытяжек, вот таких вот одинаковых в ряд. И лежат остатки, судя по всему, этого комбикорма. Говорю негромко, потому что на первом этаже у нас приехал какой-то мужик на велосипеде и что-то там делает. Может быть, он, скажем так, захватил первый этаж, сделал там какие-то, я не знаю, свои склады. И чтобы он нас тут не выгнал, чтобы его лишний раз не тревожить, будем соблюдать тишину. С другой стороны этого помещения у нас стоит похожая линия, но тем не менее она отличается. Вот у нас тут такой мотор, который приводил тут в действие какие-то механизмы. Рядом стоят старые добрые весы советского производства. И вот тут у нас такие, я не знаю, как это назвать, носики, что ли. Может быть, из них когда-то что-то высыпалось. Я на самом деле, если честно, никогда в жизни не видел, как делают комбикорм. Я думаю, многие из вас, если честно, тоже абсолютно не догадываются, как там в советские времена делали комбикорм, что это за процесс на самом деле такой. Поэтому каких-то лишних подробностей я добавить не могу. Только то, что вижу, какие-то свои догадки. Никакого технологического процесса, естественно, я не знаю. Итак, смотрите, старая рохля стоит. Когда-то она тут помогала перевозить грузы. Естественно, уже ничего не работает, ничего не поднимается. И вот такой вот здесь еще мини-кран уцелел, который, может, когда-то поднимал палеты с продукцией, может быть, спускал их вот сюда. Там есть спуск на нижний этаж. Там их уже, может, перевозили в лифт, сложно сказать, но определенно этот кран раньше играл немалую роль на этом производстве. Я удивлен, что его до сих пор не демонтировали. Висит здесь, потихонечку выцветает. Написано на нем 2Т. Наверное, 2 тонны. Только почему-то Т маленькая. Обычно пишут большую. Тут у нас, видимо, бывшее административное здание. Растут какие-то 2 полумертвые пальмы. Там у нас когда-то сидело руководство, всякие бухгалтера. Тут у нас была проходная, 2 весовые, откуда заезжали и выезжали машины. Сидели охранники. Наверняка когда-то здесь были машины у этого завода. Но ни одного автомобиля тут не уцелело. Даже, я не знаю, в каком-нибудь сгоревшем, разрушенном состоянии, к сожалению. Я вижу, что там даже есть фонтан. По-моему, свой личный фонтан был на территории, где можно было во время обеда, наверное, посидеть. Или что это такое? Бассейн. Вряд ли это был бассейн. Ладно, в любом случае, когда будем выходить отсюда, посмотрим более подробно. А пока что прогуляемся по следующим этажам этого разрушенного элеватора. Посмотрим, может быть, тут еще что-то уцелело. Вот такая вот конструкция тут еще уцелела. От нее отходит куча всяких отводов. Вообще, на самом деле, сложно понять. Что-то с верхних этажей в нее сыпалось, в ней, может, перемалывалось. Может быть, с верхних этажей сыпались разные, так сказать, начинки для комбикорма. И все они тут вместе в этом аппарате перемешивались. И уже вниз подавались в готовом комбикорме, где их фасовали по мешкам.
Смотрите, тут у нас весы. Все вот такие вот желтые уже, не знаю, грязные. 2250 стрелка зависла на этой массе. То есть весы были вообще до скольких здесь, я не понимаю. До 2,5 тонн были весы. И вот тут у нас пульт оператора. Такие все грязные масляные кнопки. Тут стоял какой-то человек во времена Советского Союза и регулировал весь этот процесс. Судя по всему, какую массу надо подать вниз. Ему, может, давали какую-то команду: отсыпь нам 2 тонны или тонну или 500 килограмм. И вот он запускал этот аппарат. Еще у нас тут остался вот такой вот чан. Лесенка, по которой когда-то у нас работник, судя по всему, залезал наверх и смотрел, не знаю, степень готовности продукции. Может быть, перекрывал какие-то вентили. Я, если честно, удивлен, что это все еще не срезано в металлолом, хотя вроде как весит это определенно немало, судя по толщине железа. Но мне кажется, время еще есть, все впереди, и, возможно, в ближайшие пару лет этой емкости тут тоже уже не будет. Итак, мы добрались до 8-го этажа этого элеватора. Так как тут нету окон, тут просто какой-то адский сквозняк. Ветер вообще гуляет туда-сюда, шевелит все, что не попадя. Я надеюсь, что вы меня сейчас слышите. Все этажи до этого практически были одинаковые. Там шли какие-то вот такие вот трубки. И в принципе не было абсолютно ничего интересного. Но, по крайней мере, на 8-м этаже есть еще какое-то подобие цеха, еще хоть что-то уцелело. И это не может не радовать. Опять же, вся эта обстановка похожа у нас на 2-й этаж, куда мы попали в самом начале. Все вот эти вот линии. Вот эта звездочка. Интересно, сколько она вообще времени могла работать. Прямо такая сталь, я не знаю, вечная. Столетиями, мне кажется, она могла эксплуатироваться. И вот такие вот очередные линии по производству комбикорма. В принципе, все это выглядит весьма одинаково. Я думаю, никакого разнообразия больше внутри этого элеватора мы не найдем. Поэтому сейчас поднимемся на крышу, поснимаем, какой оттуда открывается вид. И, я думаю, уже будем спускаться отсюда. Но стали на самом деле здесь еще достаточно большое количество. Я удивлен, что за все эти годы еще не все разворовано, не все сдано в металлолом. Еще хоть что-то да осталось. Это просто не может не радовать. Итак, ребят, спустились мы с этого элеватора. Я рад, что мы туда сходили. На самом деле весьма интересное место. И несмотря на то, сколько лет он уже стоит, можно сказать, никому не нужно. Я рад, что там еще осталось хоть какое-то оборудование. Можно еще посмотреть, как там все функционировало в те времена, когда тут делали комбикорм. К сожалению, в нынешнее время, и я думаю, уже навсегда он останется в таком состоянии и будет потихонечку только разрушаться. Остается только проявлять фантазию и представлять, что когда-то тут работали сотни людей, заезжали машины, кто-то работал на этом заводе и получал, я не знаю, квартиры в этом и в соседнем городе.
Никто даже не думал, что уже в ближайшее время все окончательно накроется. Люди бросят тут свои квартиры, никогда больше не увидят этот комбикормовый завод, и их жизнь навсегда изменится. Ну что же, это был город Очимчира, который находится у нас в Абхазии. И это был заброшенный комбикормовый завод. Хоть от него осталось действительно немного, но надеюсь, вам было интересно вместе с нами сегодня прогуляться по его этажам и посмотреть на это. Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Вот так вот у нас когда-то выглядел главный вход на этот завод. Сюда у нас входило руководство, может быть, там была проходная на первом этаже. Люди проходили по пропускам, хотя, я думаю, здесь и так все друг друга знали в таком небольшом населенном пункте. Тут у нас были ворота, сидел охранник, смотрел, что за машины заезжают. И вот так вот это называется по-абхазски. Абсолютно не знаю, как это переводится. Очимчира ти акашейлаца азауда. Азачад, вернее. Вообще, на самом деле, очень сложно произносить. Вроде как русские буквы, но это совсем другой язык. Вот такая вот табличка у нас на входе в этот завод красуется.